Каждая девочка – прирожденная хозяйка. Накрыть на стол, напоить гостей чаем, прибрать игрушки и вовремя поиграть с домашними питомцами. Эта работа не из легких. Нашей маленькой героине Ане всего 5 лет. И она теперь самая главная помощница мамы. Мою посуду, глажу, там, стираю. Через год после рождения Ане поставили диагноз ДЦП. Родители не стали с этим мириться и опускать руки, а приложили все усилия, чтобы поставить дочь на ноги в буквальном смысле слова. Каждые 3 месяца они проходили лечение в Уфе и Екатеринбурге, делали диспорт, обкалывание, массажи, проходили курсы ЛФК. В ноябре 2015 года в клинике Санкт-Петербурга Анюте сделали операцию – ахиллопластику обеих ног. Это восстановление физиологического натяжения икроножных мышц. После заживления швов понадобилась еще одна реабилитация в Челябинске в медицинском центре «Сакура». С дорогостоящим лечением помог благотворительный фонд «Изгалек». Не остались в стороне друзья и близкие. Большая часть дохода семьи уходила на восстановление девочки. Если раньше Аня не умела практически ничего, теперь она старается не отставать от своих сверстниц. Такое заболевание, которое вот эти вот, когда вкладываешь, почему их, вот эти шажки не видно. Например, она у меня вот не вставала на пятку, да, потому что сейчас мы сделали операцию, она сейчас начала ходить. Это вот, ну, другие, может, не видят. А это вот такие вот маленькие шажки, которые... Ну, при других заболеваниях, да, люди заплатили деньги, ну, например, да, они сделали операцию, все, ребенок там начал, все, его видно, все. А здесь вот такие вот шажки, вот они, вот мы вот вкладываем, например, вот какой-то маленький шажок, например, вот сейчас, вот, конечно, она сейчас стоит, она может пройти, вот, подняться, например, упала. Раньше она такого не делала вообще. Сейчас, ну, как бы, потому что опоры не было на пятку, все. Вот сейчас нам нужно вот и спину сейчас, ну, сейчас упражнение, то есть укрепить спину сейчас, вот ножки, вот как бы у нас немножко сейчас тоже вот это вот косолапить начала она. Ну, это все как бы следствие всего этого, это нужно все исправлять. В течение последних 40 лет во всем мире увеличивается численность детей, родившихся с диагнозом ДЦП. Согласно статистике, в России на 1000 новорожденных приходится до 10 случаев детей с таким диагнозом. Своевременное лечение и реабилитация являются залогом нормальной жизнедеятельности ребенка в будущем. Помочь этой заразительно улыбающейся девчонке стать здоровее можете вы, уважаемые зрители. Верю в это, что мы вместе с вами, с вашей помощью, не только моей дочери, сделаем детство счастливым, полноценным, но и многим ребятишкам с нашего города, которые очень много нуждаются. Многие нуждаются в вашей помощи. Ну и благодарю вас заранее. Всем большое спасибо. Кем хочет стать Анечка, когда вырастет, еще не решила, но точно знает, что будет помогать докторам делать людей здоровыми. При этом она так искренне по-девичьи смущается и добавляет, что еще обязательно будет танцевать. Я хочу, чтобы дети не болели. И все были счастливы. И все были счастливы, и все были здоровы. Сейчас Анюта учит буквы, запоминает, как нужно правильно подбирать слова, первые из которых мы написали вдвоем. В силах каждого из нас помочь сделать следующий шаг в здоровое будущее нашей маленькой героине. Достаточно лишь подарить надежду. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.